Юнусбек Евкуров провел встречу с руководителем государственной службы ЗАГС Ингушетии Мадиной Барахоевой. В ее лице он поздравил работников органов ЗАГСа с профессиональным юбилеем – столетием со дня образования службы. Руководитель региона отметил, что их труд связан с самыми значимыми событиями в биографии человека – рождением ребенка, свадьбой, юбилеями. Мадина Барахоева поблагодарила главу Ингушетии за оказанное внимание и теплые слова. Касаясь работы ЗАГСа, Юнусбек Евкуров поручил Мадине Барахоевой провести анализ основных причин разводов. Кроме того, глава региона обратил внимание руководителя ЗАГСа на ситуацию, когда молодожены регистрируют свой брак только после рождения ребенка. В общем, за текущий период 11 месяцев этого года у нас зарегистрировано 7479 рождений, смерть 1457, заключение брака 1802. Так, вот мне важно знать по сравнению с прошлым годом, что у нас. По сравнению с прошлым годом у нас на 200 браков идет больше, а расторжений у нас на 50 меньше. Увеличение есть регистрации брака и уменьшение развода. Вот, целевые показатели мы выполняем, потому что у нас 13 тысяч нужно зарегистрировать только к концу года. У нас уже 12 631 актов зарегистрировано. За декабрь у нас сведения будут только в конце месяца. Я думаю, что мы даже перевыполним этот план. У нас не регистрируют или не берут справку о смерти. Я просил бы вас, во-первых, оценку деятельности территориальных ваших отделов. Ну, максимум месяц, в течение месяца справка о смерти родственники должны получить, и человек должен быть со всех там этих снять должен. В общем, мы создаем здесь коррупционную схему, когда после смерти еще продолжают получать какие-то пособия и так далее. Мы это уже об этом говорили, там, посмотрите. Второе, рождение ребенка. У нас обычно при рождении ребенка только идут регистрируют брак, в своем большинстве. Здесь я просил вас тоже свадьба. И свадьба, и похороны – это известная тема, все знают. Если глава села и ваши подчиненные на территории должны жестко отвечать слежать. И раз в месяц вы должны заслушивать. И по расторжению брака. У нас 342 случая, вот здесь написано. Я не видел ни одной передачи, просил вас сделать такую передачу. А мы уже готовим. Вместе с общественными организациями нашими, кто этим занимается. Потому что матери Ингушетии. Там молодежный парламент, молодежное правительство. Посмотрите, что религиозные деятельности. И не надо, не выделяя фамилии, там, а просто там причины разводов. То есть в чем причина разводов? Что любая причина, она начинается не с момента расторжения брака, а даже уже до того, как они поженились, уже начало развода. Они еще не поженились, но уже есть начало развода. Поэтому здесь надо очень серьезно посмотреть, и вот эти причины должны быть так высказаны, как инструкция, почему где-то виноват муж сам, где-то она виновата. Конечно, если традиционные вещи наши соблюдались бы, и развода было бы намного меньше. Но они не соблюдаются, хотят все по-современному жить, ну, не получается, не удается. Поэтому здесь я тоже просил бы по разводам отдельно сделать вот какую-то там передачу и об этом говорить. В чем причина?